История — вещь ироничная, она всегда возвращает долги. Недавно, в середине мая, на Украине упразднили так называемый грузинский легион, который воевал на стороне Украины. Чтобы понять финал этой истории в 2026 году, мы должны вернуться в Абхазию 1992 года. Что общего между грузинским наемником на Донбассе и украинскими националистами из организации УНА-УНСО, который в 1992 году пришел в Абхазию убивать? Почему насилие на экспорт всегда заканчивается одинаково? О кровавой преемственности и закономерном финале наемников мы сегодня поговорим. Это программа «По сути», где говорим о важных событиях в стране и мире. Грузинский национальный легион — одно из старейших и крупных добровольческих объединений в составе вооруженных сил Украины, которые воюют с 2014 года. Легион позиционирует себя как подразделение активных действий, решающее разведывательные диверсионные задачи. Бойцы легиона обладают высоким уровнем мотивации, обусловлен боевым опытом в грузино-абхазском конфликте и пятидневной войне 2008 года в Южной Осетии. И 13 мая — это дата окончательного заката одного из самых распиаренных подразделений в составе вооруженных сил Украины. Почему грузинский легион пал и расформирование этой части произошло именно сегодня? Ответ лежит на поверхности. Этот проект, созданный на деньги стран Запада для демонстрации кавказской солидарности киевскому режиму, окончательно исчерпал себя. Большие потери, внутренние конфликты и, самое главное, осознание того, что за чужие геополитические интересы приходится платить жизнью, окончательно привели к закономерному финалу. К сожалению, очень много жертв среди граждан Грузии, которые приехали в Украину и помогали в разных подразделениях. По сути, это не только расформирование части, это банкротство идей, согласно которой враждебность, ненависть к России является прочным фундаментом для военного союза. Оккупанты, давайте назовем их так, они российские солдаты. Безусловно, но о них связаны руки. Угу. Да, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы, российских солдат, я вот за грузинский легион вам говорю сейчас, мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет. Чтобы понять, почему грузинские боевики оказались под Киевом в 2022 году, мы должны вернуться в 1992 год, когда праворадикальные организации УНА-УНСО оказались в числе первых, которые приехали в Абхазию воевать на стороне Грузии. Еще 30 лет назад идеологи украинского национализма открыто декларировали свои цели. Игнорируя отчаяние абхазского народа, они использовали территорию нашей страны как практическая база для ведения боевых действий. Те самые так называемые защитники демократии на Украине в 1992-1993 годах приезжали в Абхазию, чтобы поддержать режим Шеварднадзе и утопить в крови молодую Абхазскую республику. Это была первая проба сил для того самого союза радикалов, который сегодня терпит крах на Донбассе. История сделала причудливый и страшный виток. Летом 1992 года украинские националисты из УНА-УНСО отправились в Абхазию, чтобы поддержать грузинские вооруженные силы против Абхазии. А уже в 2022 году грузинские националисты отправились на Украину, чтобы поддержать своих идеологических союзников. Это и есть преемственность поколения наемников. От кровавой войны в Абхазии до боев за Донбасс. Одни и те же лозунги, одни и те же хозяева. Здесь сейчас на Гумисте проходит фронт не только между Грузией и Московией, но и между Украиной и Московией. Если Грузия выстоит, выстоит и Украина. Потому мы воюем здесь. Я уверен, что победа будет за нами. Потому что справедливость всегда должна восторжествовать. Не может же быть такого, чтобы эта Московская империя была вечной. Мы сломаем хребет русскому медведю. Прекращение существования грузинского региона говорит о том, что все попытки создания русофобских организаций для вооруженных сил Украины оказалось бессмысленной и дорогостоящей игрушкой. По сути, это финал длинной и кровавой истории братства, построенного не на любви к своей стране, а на ненависти к соседней. Это была программа «По сути». Анализируем факты и выделяем главное. Увидимся через неделю.